Для участия в форуме в Грозный съехались представители законодательной власти, бизнеса, духовенства, общественности Москвы, Ставрополя, Пятигорска, Нальчика и Махачкалы. Главная цель – совместно противостоять терроризму, а для этого использовать всевозможные средства и ресурсы. Одним из этих ресурсов теперь должен стать и интернет. Есть несколько вариантов борьбы. С одной стороны, можно бороться техническими средствами, пытаться лишить интернет анонимности, какие-то еще вещи технические, именно аппаратные вещи реализовывать. С другой стороны, можно бороться на уровне идеологии, то есть бороться с теми людьми, которые используют интернет как инструмент в своей борьбе. Со вступительным докладом выступил главный редактор «Вестник Кавказа» Алексей Власов. По его словам, интернет как источник информации вызывает наибольшее доверие у молодежи, которая чаще находится в режиме онлайн. Поэтому это электронное поле нужно использовать для диалогов и обсуждений, для раскрытия всей пагубной сущности экстремизма и терроризма и побольше привлекать продвинутую молодежь. А поможет, по мнению докладчика, неформальное общение религиозных авторитетов. Обязательно общение религиозных авторитетов, потому что я вижу, что на чеченском телевидении тема религиозных практик занимает очень большое место. И она вписана в контекст той государственной информационной политики, которую проводит власть. Нет разрыва. Это очень важно. Но далеко не всегда и далеко не везде вот этого единства позиций духовных авторитетов и власти существует. Единое мнение участников конференции складывается в отношении создания институтов борьбы с влиянием терроризма, а также расширения поля борьбы с идеологией экстремизма, делая акценты на социальные контексты развития региона. Вне всякого и сомнения, что глобализация информационных процессов, она влияет на общество. И это влияние будет все возрастать и возрастать. Но уже сегодня мы сталкиваемся с проблемой распространения в сетях интернет идеологии экстремизма и терроризма. Согласно соцопросам, проведенным экспертами МГУ, 39% респондентов считают, что именно интернет предоставляет максимально правдивую информацию. Но, как всегда это бывает, многие вещи далеки от реальности. Зарим Ацкаева, Магомед Бачаев, Харун Абдулаев, Вести, Чеченская Республика.